Минем исемом Гульнара. Ну, всех я сегодня позвала. Гульнара Ярулина. Я родом из Казани. Как раз-таки являюсь директором нашего татарского культурного центра в центре Москвы. Мы называемся штаб татар Москвы. Все спрашивают, почему штаб татар или штаб. Штаб татар и башкир, да, потому что у нас есть в клубе и башкиры, и татары. Мы всем рады, вот, и проводим разного плана встречи. Татары у нас уже с 13 века, в принципе, в Москву переселились, касимовские, наверное, знаете, так как было у нас завоевание Москвы, Золотая Орда, как перешла сюда, и все, вот касимовские татары как раз-таки Москву начали завоевывать. Как раз-таки касимовские татары начали переезжать сюда, потом непосредственно татары из Татарстана, из Башкортостана, и вот потихонечку завоевываем татарскую часть. Большая Ордынка, Малая Ордынка, непосредственно вот Новокузнецкий район, Третьяковская, это тоже все татарское. Там у нас как раз находится татарский культурный центр. У нас непосредственно также мы представлены, у нас есть официально полпредство Татарстана, который у нас наш раис Татарстана открыл на Котельнической набережной, официальное представительство. У нас есть человек, кто как раз-таки перевозил татар в Москву, это Табиев Фикрет Ахмеджанович. Человек, кто, наверное, поспособствовал созданию КАМАЗ на набережных Челнах и очень много непосредственно промышленных предприятий. И он был основоположником создания нашего клуба, и уже на Китайгородской стене всех татар привлекал, перевозил из Татарстана все самые сильные кадры, которые сейчас, наверное, также в основе татарского комьюнити нашего сильного в Москве, те, которые фамилии, наверное, все перечислять не буду, все сами многие знаете, да, у нас сейчас министр, ну как, уже сейчас не министра, все, которые стройку у нас, наверное, знаете, все татары здесь, все стройку заведуют. Очень много в Государственной Думе наших татар, по Министерству образования, также информатизации, у нас Никифоров тоже какое-то время возглавлял. Все как бы именитые фамилии, наверное, всех тоже на слуху. Также не могу вспомнить последнее самое масштабное мероприятие БРИКС, которое тоже прошло в Казани, которое тоже все связано, все привозят большие мероприятия, проводят у нас как раз-таки в Казани, в Татарстане. Вот, я тоже являюсь девушкой, которая родилась в Казани, горжусь этим, закончила вот КХТИ и уже больше 10 лет переехала в Москву. Сейчас провожу и организую такие встречи вот для татар, и есть наш идейный вдохновитель Рустам Фаизович Ималеев, который нам тоже представляет такую площадку. Мы также проводим разные мероприятия. Самое крупное, наверное, татарское мероприятие — это Сабантуй в Коломенском парке, который самое огромное мероприятие, которое вот у татар проводится. Это, конечно, 10 тысяч человек было. Праздник плуга, даже больше. Дай поаплодируем с такими результатами. Да, и, конечно же, радует то, что численность татар примерно в Москве уже больше миллиона, и это подтвержденная цифра, и все в разных сферах, конечно же, все также со всеми мы общаемся, коммуницируем, вот, и также проводим цель нашего клуба — это объединение и помощь нашим землякам, и не только из Казани, потому что у нас есть представители и Нижнего Новгорода, Пензы, Мордовии и разных других регионов, и Башкортостана тоже, да, там никого не посмотрю, все из разных регионов. Вот, татары и башкиры здесь объединяются, создают семьи, создают новые проекты. Мы очень рады, вот как раз у нас пара здесь тоже есть, которая здесь познакомилась, вот, семья уже теперь. И это наша миссия, нашего такого вот комьюнити. И непосредственно у нас есть, конечно же, бизнес-клуб наш, который он уже разродился более 5 лет, масштаб. И вот в рамках нашего клуба мы проводим такие бизнес-встречи. Вот, и рада вас видеть сегодня. Также у нас, мы сегодня проводим мероприятие совместно с клубом «Сильные люди» Айнуром Гафаром. Давайте тоже его поприветствуем. Как положено по сценарию. Да. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Как на... Дай, ну нафиг. На прошлой встрече я такую речь говорил, то что не просто горжусь, что я татарин, а татарин — это синоним
семейных ценностей, уважения к родителям, порядочности, честности, гостеприимства и всего самого хорошего. Вот то, что Гульнара говорила про БРИКС. БРИКС это еще раз показал, насколько мы люди добрые и люди открытые. И очень приятно, что 32 страны, да и весь мир узнал, что такое чак-чак. Сегодня у нас будет... Все попробовали. Да, все попробовали. Вот там еще у нас много чак-чак. А у нас сегодня для вас есть баурсак тоже такая. Да, и баурсак у нас есть, кстати. Огромная версия. Мы знали, что сегодня придет Ильназ и Чингис, вот мы и подготовили. Из Челнов прям. Да, из Челнов. И я хочу вот сегодня с чего начать, чтобы вы гордились нашими предпринимателями, которые показывают высокие результаты. Это вот Чингис Мусин, Ильназ Набиуллин, да. Не побоюсь этого слова, это гордость татарской нации, которые продвигают и делают татарские бренды международными. У нас, да, действительно не так много таких именитых предпринимателей, но они есть, у нас есть чему у них научиться. Поэтому давайте проведем этот день продуктивно. И все, сәлемет саулық болсын, баракат болсын, вперед алға, давайте поаплодируем наших спикеров заранее. И чтобы тухло не аплодировали от души, когда мы объявляем спикеров. Первого спикера я просил Гульнару объявить, а Ильназа я оставил на себя, у меня тут на него 2 листа собрано. Чингис у нас один из самых лучших маркетологов, аналитиков России, топ-20 маркетологов России и СНГ. По версии АКАР и РАМУ, и 6 международных наград в области маркетинга и разработки стратегии. Также 5 лет предпринимательской деятельности и 5 собственных проектов. Я думаю, ты, Чингис, сам лично о них расскажешь, чтобы люди как раз-таки уже узнали о тебе получше. Если меня спросите, кто я такой, я говорю, что я профессиональный душнило, мне за это платят деньги. Что это означает? Моя главная специальность – это маркетинг. По первому образованию я журналист, по второму экономист. И вот эти 2 профессии сложились в то, что я занимаюсь исследованиями, аналитикой, и из этого помогаю компаниям и сам строю свои проекты. Я являюсь управляющим партнером компании Yaradam Design. Если знаете такую мебельную компанию, да, мы делаем мебель премиум качества, мы строим дома. Для чего я здесь? Я вообще последние 4 года живу в Грузии. Я уехал туда до того, как это стало мейнстримом. И уехал туда, потому что в том числе по роду своей деятельности я понимал, что ждет. И периодически я выступаю с лекциями перед предпринимателями, потому что, первое, я являюсь поклонником всех предпринимателей и бизнесменов. Я считаю, что только эта деятельность двигает, толкает мир вперед, да, и каждому из вас можно поаплодировать, потому что это, во-первых, брать на себя гигантскую ответственность, да, бороться с собой, постоянно развиваться и так далее. Не так много людей соглашаются на это. Достаточно посмотреть на статистику, что в России бизнесом занимается всего лишь 5% человек. Это очень мало. Если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, то там опыт бизнеса есть у 70% населения. То есть наша задача вообще в целом, чтобы как можно больше людей шли в малый и средний бизнес, и так наша страна будет развиваться. Обычно, когда я выступаю, у меня не совсем хорошие новости. То есть я не такой спикер, который мотивационный, такой мы все сможем, возьмемся за руки, прыгнем с моста и прочее, прочее. Я рассказываю про реальность. Реальность такова, что в следующем году в России усилится кризис. И произойдет это довольно резко, да. И об этом, я думаю, уже вы слышали не раз, и в том числе об этом все время намекает Эльмира Набиуллина, да, тоже известная татарка, да. Когда каждый месяц она повышает ключевую ставку, да, на 1%. И это она делает, потому что ей запретили резко на 5 повысить. Так бы она повысила сразу до 30. Это приводит к чему? Что для простых людей и для вас, как для предпринимателей и бизнесменов, деньги становятся дорогими. То есть вы не можете их взять в кредиты и прочее. Инвесторы тоже хотят получать сильно большой навар, потому что теперь им в банке предлагают 20% просто так получать. Ну, вообще, в целом, стоит задать себе вопрос, а зачем заниматься бизнесом, если можно получить деньги в банк и там по 20%? Я вот, работая с производством, мечтаю, чтобы мне производство давало 20-25% маржинальности, да, на этапе роста. Так вот,
Чтобы с этим справляться, можно, конечно, посыпать голову пеплом, постоянно жаловаться, но для того, чтобы с этим бороться, нужно лучше понимать, что мы делаем. И вот как маркетолог, я, работая с большим количеством людей, вижу, что про маркетинг и про то, как с ним работать, есть огромное количество заблуждений, начиная от того, что это такое, да, как это устроено и так далее. Первое, что нужно понимать о маркетинге, что маркетинг – это управленческий процесс. Поэтому я абсолютно убежден, что каждый генеральный директор или владелец должен обладать этим скиллом, он должен понимать устройство, как устроен маркетинг, что в его компании это из себя представляет и так далее. А дальше в компании должны много времени тратить для того, чтобы исследовать и понимать своих потребителей. Вот чем занимается очень малое количество компаний. Да. В больших компаниях понятно, что это устроено на постоянной основе, поэтому они и большие, потому что они хорошо знают, как люди покупают. А малый и средний бизнес на это времени практически не тратит. Потому что бытует мнение, что, во-первых, это долго, дорого и так далее. И поэтому люди предпочитают по 3 года залазить в минуса, ждать, пока что-то там стрельнет, но не тратить время при этом вот эти 3 года на то, чтобы понять, а что же в конечном итоге хочет их потребитель. Давайте пройдем вот по такому пути. Я задаю этот вопрос часто. Ключевая суть. Что такое покупка в своей сути? Кто понимает? Обмен. Обмен. Как? Товарно-денежные отношения. Товарно-денежные отношения. Как там? Удовлетворение своих потребностей. Удовлетворение потребностей. Так. А если про суть, что такое покупка для человека? Решение проблемы. Решение проблемы. Хорошо. Получение эмоций. Я смотрю на покупку как на процесс принятия решений. То есть каждый человек во время совершения покупки принимает решение. Я покупаю или нет? Я покупаю тот товар или не тот товар? Сразу дальше. И если мы посмотрим на покупку как на принятие решений, то есть очень важная вещь, что традиционный маркетинг, да, как он сегодня устроен, вот дальше, он устроен следующим образом. Мы спрашиваем потребителя, чего вы хотите. Мы постоянно пытаемся с людьми разговаривать о том, чего они хотят, опросы какие-то делаем, социальные сети ведем и так далее. Есть одна большая проблема, она даже биологическая, да, не столько психологическая дальше. Она стоит в том, что люди не знают, что хотят. Вот, если даже вы сами себя спросите, будучи осознанными там, людьми, которые тратят время на образование, на то, чтобы развиваться и так далее, вы очень часто не знаете, что хотите, даже если дело касается бизнеса. Соответственно, если мы посмотрим на этот факт, да, можно дальше, то мы понимаем, что маркетинг традиционный устроен абсолютно неправильно. Если он задает людям вопрос, который им задавать нельзя. К примеру, если мы скажем в супермаркете, когда человек находится, он видит от 200 до 300 товаров в 1 минуту. Это то, что бросается нам в глаза. Я когда работал в Москве 5 лет с крупными компаниями, в том числе с «Пятерочкой», у нас все время проходили какие-то исследования. Знаете, как они проходили? Мы исследуем, как нам продавать новые продукты. Мы приглашаем кучу людей в чистые, стерильные белые комнаты, ставим перед ним дезодорант и говорим, ну вот, пользуйтесь, нюхайте, смотрите и выражайте свое мнение. Но когда я этим занимался, у меня все время вставал вопрос, а нахрена мы это делаем? Ведь когда человек покупает, он не сидит в белой стерильной комнате, он находится в магазине, ему звонит жена, у него в руках ребенок, он после работы. Нам нужно создавать вот эту картину, да, задолбанного мужика, который заходит в магазин, потому что его попросили что-то купить. И когда при этом создают бренды, которые тестируются в белых комнатах, рассказывают, что вот у этого желтая упаковка, это очень красиво, она выделяется и прочее, прочее. На самом деле человек же думает абсолютно по-другому, не мозгом, а тем, что называется нейронная система. Да? Все они прекрасно слышали, изучали в школе. Нейронная система – это то, что опоясывает все наше тело, связывает мозг со всеми органами. Да? И, собственно, нейронная система на 97% формируется у человека в возрасте до 7 лет. Что это означает? Что до 7 лет формируется большая часть наших привычек, большая часть наших решений, большая часть нашего характера, да, какие мы люди. А потом уже в течение возраста развитие идет очень плохо, и поэтому у нас, чем старше мы становимся, сложнее прививать привычку. Да? Даже спортом заняться неимоверный титанический труд. И
Для того, чтобы еще дальше пойти, стоит вот задуматься, что есть такой факт. Не факт, а есть такая, нам говорили, что у правшей левая часть работает мозга, у левшей правая часть работает мозга. Но на самом деле лет 10 назад доказали, что это чушь. Это неправда, потому что у человека работает обе части мозга, и взаимодействие правого и левого полушария позволяет нам вообще мыслить и думать. То есть как построен любой мыслительный процесс. Левая часть мозга, она отвечает за то, что мы помним, да? А правая часть мозга, она отвечает за то, что новое. И как устроено? К примеру, я иду по улице и вижу человека. И в этот момент одна часть мозга, к примеру, узнает этого человека, она говорит, это Ильдус. А вторая часть мозга сканирует, что у Ильдуса нового. Он бороду отрастил, он оделся по-другому и так далее. Или у него фингал под глазом. И вот когда эти две части передают другую информацию, в этот самый момент мы и думаем. Вот как устроено. Можно дальше? Но чтобы понять, как вообще работать с людьми, как строить маркетинг, надо сказать о том, что, вот я сказал, что до 7 лет формируется большая часть привычек. Наш мозг, он устроен из двух систем. Я думаю, что кто-то обязательно читал эту гениальнейшую книгу «Делай медленно, решай быстро». Да? Это самое эпичное и великое исследование, которое как раз разрушило вот эту вот историю про маркетинг старый, экономику, потому что сейчас уже есть поведенческая экономика, которая не говорит, что люди рациональные, они сначала считают, потом принимают решения и так далее. Так вот, она как раз указывает, что до 95% наших решений это автомат. Автомат. Можно дальше? А это исходит из чего? У нас мозг устроен из 3 частей. То есть по факту в каждой голове есть 3 составляющие. Первая это рептилоидный мозг, это самая старая часть нашего мозга. И он одинаковый у всех живых существ, у которых есть вообще мозг. То есть с рептилиями мы в этом одинаковы. Они тоже живут привычками. Дальше у нас есть лимбический, и дальше есть неокортекс. Неокортекс это самая молодая часть мозга, которая отличает людей от всех остальных, потому что она самая развитая. И это как раз логика. Но проблема в том, что, как и в жизни бывает, самый старый давит молодых авторитетом. И когда вы строите свой маркетинг, для того, чтобы он был быстрым, успешным, рабочим, вы должны строить свои послания, работу с людьми, основываясь на том, что есть 6 правил того, как рептилоидный мозг воспринимает информацию, обрабатывает ее и так далее. И я вам сейчас быстро про них расскажу, и станет понятно. Первое. Наверняка у вас есть сайты, страницы и так далее, и вы на этих страницах очень часто рассказываете, какая вы классная компания, какой у вас классный продукт и прочее. На самом деле людям на это класть. Потому что первое правило, первая особенность нашего вот этого рептилоидного мозга – это персонализация. 100% ваших сообщений как продавца должны быть сосредоточены на вашей аудитории, а не на вас. Если вы посмотрите на вашу типичную презентацию веб-сайт, вы обнаружите, что большая часть контента относится к вашему бизнесу, вашим людям, вашим ценностям. Людям это не нужно. Им важны преимущества, а не особенности. Мы хотим знать, слушать про себя. Поэтому наверняка вы замечаете, что есть компании, которые про себя не особо рассказывают. Это реклама Apple. Она очень часто показывает просто жизненную ситуацию и вплетает туда свой продукт в последнюю очередь. Они вам показывают историю, как мальчик делает фильм для дедушки. Они давят на эмоцию, они давят на то, чтобы ты узнал себя в этом мальчике и так далее. Вторая особенность – контрастность. Здесь вот как раз про сайты, цвет и прочее. Если, к примеру, у вас на сайте, так должно быть, есть кнопка «Купить», то она должна выбиваться из всего остального. То есть если вы хотите подтолкнуть человека на действие, это всегда должно выделяться из общей массы. Поэтому если у вас там, на том же сайте и прочее кнопка «Купить», она в той же цветовой гамме, как все остальное, человек ее попросту, мозг ее не замечает. Дальше. Цифры, когда мы что-то рассказываем, у нас 700 тысяч клиентов, у нас столько-столько.
Это информация для нашего лобной доли, для нашего логичного мозга, рационального мозга. Но наш старый мозг, приятель рептилоидный, он это все не обрабатывает, ему все это не надо. Поэтому первобытный мозг постоянно сканирует то, что знакомо и дружелюбно. Поэтому его не нужно перегружать цифрами, нужно создавать среду и вообще свой продукт строить на основе того, что человек уже понимает, как он уже действовал. Поэтому, когда мы говорим про создание нового продукта, да, то там, 9 из 10 новых продуктов обречены. Это просто статистика. Потому что очень часто люди пытаются перепридумать и создать колесо, изобрести велосипед и так далее. Но на деле это бред. Это делать абсолютно не нужно и бесполезно, потому что мы, люди, очень любим привычки. То, что нам знакомо и известно. Если нам дают что-то новое, мы всегда относимся к этому с опаской. Есть такая графа изобретатели, ранние последователи, поздние последователи. Об этом сейчас не будем останавливаться. Но, в общем, тех, кто способен воспринимать новое в мире, около 10% человек. Остальные не такие. Остальные традиционные. Поэтому Трамп и выиграл. Дальше про память. Наш мозг считывает элементы, расположенные в начале. Поэтому если ваш копирайтер пишет такие красивые подводки, а суть дает в конце, вам нужно ему сказать, что он занимается фигней. Потому что, во-первых, сегодня мир устроен из миллионов посланий, да, и у человека просто нет времени вникать в ваш красивый текст и все остальное прочее. Во-вторых, так устроено, что самое первое мы запоминаем, все остальное не важно. Поэтому, если вы хотите, чтобы на это обратили внимание, сразу говорите суть. Понятно, что слова нужно подбирать, уметь эту суть правильно преподнести. Фраза «просто купи», она бесполезна, но тем не менее. Дальше, визуал. Вот здесь как раз я сказал, что у нас сегодня мир состоит таким образом, что каждый день человек потребляет контента огромное количество. За последние 20 лет количество информации, доступное человеку, увеличилось на 90%. 20 лет назад ее было в 10 раз меньше. Мы все перегружены, у нас мозг кипит, просто заходя в интернет, просто в Телеграм зайдешь, уже все, с ума сошел. Поэтому нужно уметь привлекать внимание людей. Доказано, что людям нужно всего 50 миллисекунд, чтобы решить, нравится им что-то, сайт, визуальная картинка или нет. Исследования Google вообще показывают, что для того, чтобы человеку принять решение, вот сайт начинает загружаться и так далее, ему нужно 17 миллисекунд. Когда мы делаем те же сайты, которые загружаются в течение 10 секунд, вот эти видео мощные, вся правда в том, что человек уже ушел, пока это все грузилось. Он не будет ждать. Да? Поэтому об этом даже надо думать. Да? Мы экономим людям время. И дальше. Я говорю, что покупка – это принятие решений. Но с эмоциями это связано на все 1000%, потому что без эмоций человек не способен принять решение. Есть такое исследование, когда исследовали людей, которые пережили инсульт. То есть смерть части мозга, которая связана с эмоциями. И эти люди потеряли возможность принимать решения самостоятельно. Потому что человеку для всего нужен эмоциональный окрас. Приведу несколько примеров, как устроена работа вот с подобными фишками мозга. К примеру, раньше так очень часто было, в магазинах убирали корзины и ставили только тележки. Почему это делалось? Потому что человек боится пустого пространства. И когда у него большая телега, корзина, он начинает дно заполнять для того, чтобы... Вот просто простая вещь, которая влияет на то, что человек покупает больше. Дальше. Тоже забавный эксперимент. Людям давали печенье абсолютно одинаковое. И просили оценить, какое вкуснее, какое лучше. И одна банка была более наполненная, другая меньше. Они воспринимали, что как будто из той банки брали больше печенья, и в той банке, в которой меньше, говорили, вот это вкуснее, хотя они абсолютно одинаковые. Это про дефицит, да, когда мы говорим лимитированные коллекции, это скоро закончится и прочее, прочее. Дальше. Но только это не пример
там золото 585, или как они называются, которые закрываются, знаете, да, 20 лет. Да, закрываются 20 лет подряд. Мужчины знакомы с этой историей. В общем, в Голландии мужчины были не очень меткими и все время мимо это делали. Вот. И думали, значит, как сделать так, чтобы общественные туалеты были в порядке. В общем, они наклейку мухи сделали внутрь. И все. И на 80% вокруг стало чище. Мужчины начали целиться в мух. Вот. А это просто моя любимая история, как Борис Николаевич Ельцин выиграл вторые выборы. Помните, был второй тур, когда он и Зюганов, типа второй тур, они идут на выборы. Борис Николаевич за свой первый срок наворотил делов, у него была очень слабая популярность. Он хотел остаться у власти, как это обычно бывает, но у Зюганова прям перло. И они пригласили политтехнолога, который выиграл выборы Биллу Гейтсу. И он, недолго думая, взял всю ту же программу, которую он делал в Америке, и привез ее в Россию. И была компания, которая называется «Голосуй или проиграешь». В чем была суть? Вот все бабушки, как и сегодня, идут на выборы. Все, всем старикам очень надо проголосовать. А молодежь не идет, она аполитична. Они решили притянуть молодежь и сказать им, что если они не пойдут, вернется коммунизм, вернется все самое страшное, вам нужно идти на выборы. А дальше им нужно было еще и бабушек подкосить. Так вот, что они сделали. В день, когда шло голосование, с 8 утра, кажется, они запустили 7 финальных серий «Секрета Тропиканки». Все бабушки остались смотреть сериал. А когда после обеда они вышли из комы и им показали новости, там сообщили, что Борис Николаевич уже лидирует. И они такие, ну и не пойду. И в итоге «Секрет Тропиканки» был одним из способов, как Борис Николаевич выиграл выборы с помощью там, мексиканского сериала. Сегодня, в отличие от тех же 20 лет назад, у нас есть уникальная возможность собирать информацию, уникальная возможность общаться со своими потребителями. И на это не нужны большие деньги, просто нужно быть к этому внимательны и хотеть это сделать. Те же самые исследования с потребителями и интервью можно провести там, за 10 тысяч рублей с помощью специальных сервисов. Вам подберут тех, кто готов с вами пообщаться, рассказать о своем опыте и так далее. Главное правильно задать вопросы. Не говоря уже о том, что когда вы пользуетесь соцсетями, когда вы ведете свои сайты и прочее, все это для вас окно в мир потребителя, а не их окно в вас. Потому что мы очень все и в жизни, и в бизнесе циклимся на том, какие мы, но для того, чтобы проходить все кризисы, для того, чтобы постоянно расти и развиваться, нужно четко бить в потребителя и понимать, чего он хочет. Да? Вот как раз рядом со мной сидит пример человека, который понял, как поменять там, мир прически, и что большинство людей не нужно вот это вот выдрочено и красиво, им нужно быстро и хорошо. Да? И быстро, хорошо, а самое главное, доступнее, чем у всех остальных. Потому что, ну вот я хожу к барбершопу, и всегда меня напрягает, что я сижу там 1,5 часа. А тут мне говорят, сколько сейчас, 300-500 рублей. 500 рублей 30 минут, погнали. Все, погнали. И есть технологии, которые позволяют это делать быстро. Поэтому изобретать велосипеды не нужно. Мы не можем придумать вообще ничего нового. Мы можем взять две вещи, которые существуют, и объединить их. Поэтому, завершая, хочу пожелать вам всем проходить кризисы, да, хочу пожелать вам всем готовиться к кризисам, потому что если вы делаете вид, что это невозможно, все хорошо, нам по телеку сказали, а потом, когда это наступает, вы делаете, а мы и не знали, а на самом деле нам 100 раз говорили, что так и будет. И если вы будете внимательны к своим потребителям, у вас все получится. Спасибо вам за внимание. Если говорить про маркетинг, все, что вы найдете про нейромаркетинг, да, вот просто набирайте название нейромаркетинг, все нужно читать. И этих книг мало, их там штук 5, это нечто новое, что изучается в последние годы. И если еще что-то такое эпичное, не знаю, пока я не встретил за последнее время книгу, которая бы переворачивала сознание. Все почитают Филиппа Котлера, да, но я как бы
не оспариваю, что дед действительно когда-то сделал достойную вещь, но все, что он написал, уже не актуально, даже определение маркетинга не актуально и так далее. Я могу посоветовать, Питер Дойль, есть такой человек, вот он дал самое классное по мне определение маркетинга и значимая персона. Но если не читали, то также для понимания людей, потому что для меня маркетинг это и психология, и биология и так далее. Есть книжка такая «Сапиенс» Харари. Вот она очень круто описывает, кто мы, откуда пришли, почему такие. И для понимания покупателей тоже хорошо почитать.